Прадедушки летчик армию Дик служить да. Правнук легендарного летчика-истребителя Мурада Оздоева не застал своего героического предка, но с рождения то и дело говорит своему дедушке, как сильно хочет быть летчиком. Гены берут свое. А вот сын Героя России Казбек Оздоев часто пересматривает фотографии отца, скучает, ведь сегодня ему исполнилось бы ровно 100 лет. Память о крылатом бойце бессмертна. За годы войны Мурад Оздоев совершил 248 боевых вылетов и лично сбил 8 самолетов противника. Хотя сам он часто утверждал, что их было намного больше. Война настигла Мурада Оздоева в то время, когда он оканчивал Армавирскую военную авиационную школу пилотов. 19-летний летчик успел вступить в схватку с неприятелем на Западном, Сталинградском, Брянском и Втором Прибалтийском фронтах в составе 431-го истребительского авиационного полка. В сентябре 41-го в воздушных боях на Орловском направлении записал на свой счет первый сбитый самолет противника, о чем он рассказал в этом старом интервью. Даже не прицельный был у меня огонь. Открыл огонь, один загорелся. Но с одним я, вот книги «Летчики на войне» Чечельницкого, там 14 июля записано, сбил 2 вражеских самолетов. Вот эти 2 самолета, и они, я как сейчас помню, где они оба упали. В январе 44-го при прикрытии штурмовки железнодорожной станции Маево в Псковской области истребителя Оздоева подбили зенитным снарядом. Летчик не растерялся и направил самолет на эшелоны врага, а сам успел выпрыгнуть с парашютом. А вот и те самые фрагменты самолета истребителя Як-7Б, на котором был сбит Герой России Мурад Оздоев в 44 году в небе над Псковской областью. Родственники долгое время думали, что он погиб, однако на самом деле Оздоев находился в плену. Видевшие огненный таран Оздоева товарищи доложили о его гибели. Он командир звена Маханвиз, младший лейтенант Маханвиз, но командир звена был. Я истребитель Хани, бомбардировку сопровождать здесь. Самолет Чехаги, Даянт, посмертно. Возьохсага 44-й, Адахтажга, Казахстане. Йохсага, что геройский погиб, а кятыш хамаж, это помощь яйцам, нан, данани сацам. Мурад был тогда посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, но в феврале 44-го началась депортация ингушей, награждение так и не состоялось. В 1996 году, за 4 года до своей смерти, легендарный летчик удостоился своей последней, но самой высокой государственной награды – Золотой звезды. По традиции ее вручил глава государства в Большом зале Кремля. Уже дома Героя России чествовали всей республикой. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 41-45 года присвоить воинское звание Героя Российской Федерации Оздоеву Мурату Ахмедовичу, младшему лейтенанту в отставке. В наградном листе описываются его подвиги, пишется, что он бесстрашный воин, который мастерски выполняет все воздушные элементы в воздухе. А это вторая Назрановская школа. Здесь когда-то учился Мурад Оздоев. С 2006 года образовательное учреждение носит имя славного героя. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы в школе открыли памятник. Сын Мурада Оздоева помнит все интересные истории из жизни отца. Заправщик варёх Ири, бусул переханус, как отец задание, чумакачин, тер авалжа, хахвалжа. Азхири реданти сейчас вяхавус. Дин хану азхири так отец вену моч маханвис, и цангавачу, озвен телевидение хабар зала. Чу сабульдозер бобер бобер, ада хаксаян, тишденца. Вен волча, аж ногост варсаян, тиричу, Оздоев Мурад дяш. Погиб он. Летчик варсинте, а вот я не погиб, он живет на Зране. Так, суязя, записки Альберус Вейнарт. Это было 70-й год Веркус. Отец Вахаваха уже Гзволч.
Он ушел из жизни в 1999 году, оставив о себе самую светлую память. Его судьба для многих стала примером. Он продемонстрировал, как важно беречь самое дорогое в жизни каждого гражданина – Родину. Зелимхан Кылоев, Асхат Билакиев, Новости 24.